Проект реализованный по инициативе двух держав и стал подарунком от представников Российской Федерации у год 220-й годовины с дня народжения Александра Пушкина и тысячегодия Бреста. Монумент створений з бронзи і димового граніту. Автори помніка росіяни Віталь Шанов і Дар'я Успенська заходяться у міркуванні. Пушкін – поет, творчість якого любить з маленства. У їх сім'ї казки гэтага автора – одні з перших книг, які читають дітям. Над помніком працювали 2 місяці. Мы очень много работали с материалами, с черновиками Пушкина, и какие-то пытались внести черты автопортретов Пушкина в нашу скульптуру. Вот, надеюсь, у нас и приблизить образ, который мы создавали, к нашим современникам. То есть говорить о Пушкине современным, понятным языком. Приблизить к зрителю, создать образ такой интерактивный, что он находится в состоянии творческого процесса, вокруг летает муза, вокруг его строки, рифмы, стихотворостишие. И мы, зрителя, подводя к его обрывкам или рукописям, которые кружатся в него, погружаем в эту атмосферу. Читая фрагменты его произведений, начинаешь переноситься в сами эти произведения. Удзел у церемонії відкриття таксама прийняли шматлікія гості, представники дипломатичного корпусу і керівництва Бреста. Розмістився монумент у сквері побач з вулиці Міцкевича. Гості урочистості упевнені, що місце відпочинку у хуткім часі стане уподобаним місцем зустріч творчих особ, авторів і горожан. Ми національна дружественная страна, и у нас, я уже говорил, и не только бюст Пушкину установлен, Адаму Мицкевичу, которого считают польским поэтом, но мы его все равно считаем белорусским, так как он родился на белорусской земле. Значит, есть украинские поэты, вы знаете, Шевченко. Брест всегда объединял и будет объединять. Это его миссия. Утверждается культурная, гуманитарная, православная, славянская традиция народов России и Беларуси. Утверждается то уважение к великим гражданам Отечества, которые сделали для возвеличивания нашей традиции невероятно много. И скажу вам, что мы уже завершили переговоры и с руководством военно-исторического общества, и рядом наших партнеров. И в следующем году мы хотим в строгом соответствии с уважением к авторскому праву передать копию горельефной доски, которая расположена на одном из зданий в центре российской столицы, рядом с мэрией Москвы. Эта горельефная доска посвящена встречам Пушкина и Мицкевича в этом доме. Як символ добрых побратимских сувязяў, у новом сквере посадили дуб. Гости таксама сустрэліся со студентами университета и побывали на экскурсии в установе адукации. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».